Здравствуйте, в эфире интервью на телеканале БСТ. Сегодня у нас в гостях главный тренер волейбольного клуба «Урал» Игорь Шулепов. Игорь Юрьевич, добрый день. Добрый Здравствуйте. день. Ну, Здравствуйте. поводом для нашей беседы стало начало сезона. Первый официальный турнир стартовал. Это Кубок России. Его предварительный этап прошел в Уфе на стадионе «Динамо». Расскажите, как вообще относитесь к этому турниру? Насколько серьезно или рассматриваете в качестве подготовительного уже к основной части сезона? Ну, рассматриваем в качестве подготовительной. Почему? Потому что, опять же, была большая пауза, поэтому должны немножко, скажем так, поиграть, посмотреть, как оно все, что это будет, немножко притереться друг к другу, потому что все равно коллектив, ну, новый, не новый, но тем не менее пришли достаточно немного, но других игроков. Поэтому в качестве все-таки рассматриваем подготовительного. Ну, что показали, на ваш взгляд, эти игры? Ну, что показали, достаточно неплохо, то, что мы месяц готовили, достаточно неплохо, что-то получается, что-то еще нет, но я думаю, что пока еще есть немножко времени, да, скажем так, второй этап Кубка пройдет, там уже немножко будем, ну, подготавливаться именно непосредственно к чемпионату. Вы не так давно возглавили Уфимский клуб. До этого работали несколько лет подряд в Нижнем Новгороде в команде АСК. Почему так вышло, что решили вот уже такое насиженное место покинуть и вывели команду в Суперлигу все-таки и продолжить карьеру в Уфе? Как возник этот вариант? Ну, так сложились обстоятельства, что, скажем так, подумал поближе к дому переехать, поэтому, Вы из Екатеринбурга, надо да, из говорится. Екатеринбурга, да. Ну, в каком состоянии вы вообще нашли команду? Потому что в минувший год, ну, Урал не то что провалил, но на самом деле на старте сезона вообще ожидания были гораздо лучше, чем в итоге. Когда вы приехали в Уфу, вообще в каком состоянии коллектив находился? Ну, сложно сказать, да. Я думаю, что после последнего заключительного сезона, да, не так, наверное, то, что рассчитывало руководство клуба, что эта команда выступит так. Но, тем не менее, пришел работать и хочется, как и всем, наверное, тренерам, показать лучший результат для клуба, для игроков. Ну вот в прошлом сезоне в составе было много громких фамилий, но в единый коллектив они так и не сумели сложиться. Что с атмосферой в команде вот сейчас, на ваш взгляд? Насколько удалось слепить из новых игроков команду? Ну, мне сложно сказать, что какая была ситуация в прошлом году, да, по атмосфере в клубе, но в этом сезоне я думаю, что более-менее нет возрастных игроков, там, за исключением, наверное, Лени Кузнецова, да. Остальные все, скажем так, изголодавшиеся, наверное, по победам. Это, наверное, такой ощутимый, наверное, мне кажется, фактор, да, для игроков. Поэтому, ну, хотелось бы, чтобы все проявили себя, кто не сильно участвовал много в прошлом сезоне. Поэтому, ну, где-то ставку делаем на более молодых, да, попробуем их развить, как уже будет. Посмотрим по итогам чемпионата. Сейчас пока неплохо все. Я напомню, что команда провела 3 матча на уфимском вот этом этапе Кубка России, обыграла достаточно уверенно оренбургскую команду «Нефтяник», АСК и уступила на тайбрейке лишь казанскому «Зениту». Вот про АСК хочется спросить, это ведь ваш бывший клуб, с какими чувствами вы вот играли против бывшей команды и обыграли ее в 3 партиях? Ну, я бы не сказал, что какие-то чувства были, да, ну, да, там что-то есть, но тем не менее ты все равно находишься с тренером команды Урал, поэтому весь, скажем так, внутренний мир заполнен что будет здесь, а не то, что там, ну, у каждого человека есть определенный этап, ну, да, этот этап был в Нижнем Новгороде, как бы я там и играл, и закончил там, и начал тренировать моя карьера, да, ну, сейчас непосредственно как бы у меня больше голова болит, что будет здесь, как все построить до конца, чтобы было, ну, удовлетворяло, скажем так, меня как тренера, и чтобы поверили те же игроки в свои силы, что они могут достичь хороших целей. Уфимский Урал на протяжении долгих лет, ну, по-моему, больше 10 лет, не может обыграть Казань. Ну, по понятным причинам, «Зенит» долгое время вообще был
может быть, лучшим клубом в мире даже. А на уфимском этапе Кубка России Урал от победы отделил один удачный розыгрыш. Какой-то малости не хватило. Говорит ли это о том, что в грядущем сезоне на постоянной основе Урал будет так кусать лидеров российского волейбола? Или пока еще этих выводов не Но выводы пока еще рано, да, то есть слишком забегаем вперед. Очень хотелось бы, да, чтобы мы, скажем так, с лидерами, да, потенциальными лидерами бились на равных. И, возможно, нам тоже улыбнется удача. Но главное, чтобы, опять же, все зависит, как игроки будут настроены, мотивированы, да, на это. Подготовка это само собой, но тем не менее тут главное больше психология играет, нежели какая-то, может быть, техническая составляющая. Как оцените трансферы Урала? Какие позиции, на ваш взгляд, удалось хорошо закрыть? И нужны ли еще какие-то приобретения? Есть ли какие-то проблемные места в команде? Трансфер, я думаю, что неплохой, да, у нас появился хорошая перспективная связка, и плюс 2 иностранца, один диагональный, другой доигровщик, поэтому пока они еще, иностранцы, не приступали, скажем так, в участие, поэтому во многом основополагающий, наверное, будет тур в Казани, я имею в виду большая часть, наверное, как сыграют иностранцы, как вольются в Там коллектив. они уже смогут сыграть? Думаю, что да. Планировались и на этот тур, но тем не менее, нам не разрешили по условиям карантина, должны быть, скажем так, на карантине 14 дней, поэтому, так сложилось. Поэтому надеюсь, что в Казани все-таки подключатся игроки. Как оцениваете молодых уфимских игроков, да, которые только подходят еще к главной команде, и как их перспективы оцениваете в следующем сезоне? Насколько часто они будут появляться на площадке? Время покажет, опять же, все зависит от работы, то есть у нас, на мой взгляд, создался неплохой, скажем так, конкурентоспособная игра, поэтому посмотрим, кто будет на данный момент лучше выглядеть, я имею в виду в тренировочном процессе, кто будет играть. Давайте назовем фамилии этих игроков, да, за кем следить, тем, кто особенно пристально любит за своими воспитанниками следить, кто готов играть уже на уровне Суперлиги. Кто готов играть? Готовы все играть, просто я опять же говорю, что, как правило, молодежь приходит и немножко, скажем так, растеряна, да, то есть вчера еще, можно сказать, смотрели по телевизору, сегодня уже находятся в составе. Вот этот, мне кажется, психологический фактор немножко, если он, скажем так, расплывется, да, то будет лучше, чем просто я уже с некоторыми игроками разговариваю, что если вы выходите уже как игроки Суперлиги, выходите на поляну, то уже не важно старший игрок или младший, то есть все равны. Поэтому тут надо уже доказывать своим характером именно. Кто с этим быстрее справится, тот, и я думаю, что будет более перспективный. По фамилиям, ждем от всех хорошей игры, да, чтобы сильнее, больше раскрылись, наверное, да, тот же и Феоктистов, и Рыбаков, и Иванков, новый игрок, и Либер у нас тоже молодой, поэтому достаточно неплохо себя тоже проявил в заключительном матче на уфимском туре. Поэтому посмотрим, будем продвигаться. Есть еще ряд игроков молодых, которых пока, может быть, только в тренировочный процесс подключаем, но тем не менее тоже с большой, скажем так, надеждой будем отслеживать и приглашать на тренировочный процесс пока. Потом время покажет. Вот тот факт, что почти половина команды это уфимские воспитанники, это какой-то целенаправленный процесс или просто вот так складываются на данный момент обстоятельства? Всем хочется, чтобы, да, местных игроков было больше, поэтому, постарались, и стимулировать, и мотивировать определенным образом, игроков, чтобы не просто так, чтобы, да, уфимцы, а чтобы и доказывали своей этой игрой. И плюс, опять же, да, скажем так, сегодняшняя ситуация тоже складывается не очень хорошим образом, поэтому, будем смотреть, как будет развиваться события дальше. Как вообще играется при пустых трибунах практически?
Ну, как сказать, как тренеру сказать, да, более удобно. Почему? Потому что нет такого, да, шума, наверное, да, можно непосредственно там не кричать, а именно где-то спокойным темпом объяснять ребятам, что происходит, что нужно сделать. Следующий сезон в Суперлиге будет интересным в том плане, что никто не вылетает. Вот как, на ваш взгляд, это может сказаться, учитывая, что чемпионат закрыт? Ну, я думаю, что это сделано тоже с определенными условиями, да, почему? Потому что неизвестно еще, же видите, там уже и Зенит Санкт-Петербург тоже уже снялся с тура, поэтому, ну, неизвестно, как ситуация будет с пандемией в дальнейшем, поэтому, ну, время покажет. Сложно все равно, я думаю, что надо бороться и биться, неважно, там закрыта лига в этом сезоне и последующем или не закрыта, поэтому, ну, тут уже такой риторический вопрос, посмотрим. А как команда вообще существует? Есть какие-то ограничения? Живете ли вы в каком-то пузыре? Какие вообще требования предъявляет федерация? Ну, сейчас достаточно много приходит создавать тестов, то есть за 72 часа, по-моему, за трое суток надо перед выездом на тур, надо предоставить документы, что подтверждают, что у игроков не обнаружен положительный результат на ковид. Поэтому вот единственное, что такое неудобство. Почему? Потому что достаточно тоже обременительно именно в финансовом плане, как бы на клубы ложится это все. Но, тем не менее, посмотрим. Тут загадывать действительно, как бы чемпионат очень такой веселый, наверное, получится. Ну, сарказмом небольшим, но, тем не менее, посмотрим. Дай бог, чтобы мы его начали, да, и дай бог, чтобы мы хорошо закончили. Да, и в заключение мы уже сказали, что команде предстоит тур в Казани. Давайте теперь более конкретно. 3 матча, опять с теми же соперниками. Да. Какие задачи стоят перед командой? Как вообще дальше турнир будет складываться? По какой формуле? Ну, я так понимаю, что все выходят в следующую стадию, независимо от Все выходят, да, в следующую стадию. Но сейчас пока трудно что-либо там говорить. Есть определенный регламент, там, да, то есть выходят дальше, там тоже полуфинал, финал, но тем не менее сейчас просто рассматриваем, что именно подготовка непосредственно к чемпионату. Почему? Потому что после Казани не так много времени, чтобы уже, скажем так, стартовать чемпионат. Поэтому у нас тоже игра на выезде предстоит сразу же в Сургуте, поэтому подготовка непосредственно, скажем так, к матчу в Сургуте. Спасибо большое за эту интересную беседу, Игорь Юрьевич. И желаем команде в Казани успеха. В особенности, конечно, в матче против «Зенита». Надеемся, что удастся взять реванш. А я напоминаю, что это был главный тренер волейбольного клуба «Урал» Игорь Шулепов.